Все, ребят, идем дальше. Сейчас проехал еще где-то до 2 километров. Тут оставляю. Блин, вот езжу, получаю удовольствие. Удовольствие от того, что я еду и не думаю, что я вот где-то застряну, где-то свалюсь на бок или еще что-то. На двухколесном, конечно, может быть по барам где-то и между деревья проедешь. Вот тут ты не проедешь никогда тоже. А по основной дороге вот там все равно постоянно надо ногу спустить там, чтобы не свалиться на бок. А на нем едешь, просто отдыхаешь. Просто отдыхаешь, ребят. Нисколечко не жалею о том, что я купил мотособаку, во-первых, на котором уже 2 сезона отъездил. И на этой технике. Еще удовольствие. Вот здесь вот запросто я проеду. Запросто. Понимаете? А на двухколесном уже надо, вот если на восходе, надо уже там думать, чтобы не свалиться. Но самое главное еще в том, что багажник, вместительность, вообще огонь. Вообще здорово. Так что мне понравилось. Мне действительно понравилась эта техника. И стараюсь на нем больше выезжать. А сейчас я буду пешком идти. Скоро уже начнутся озера. Пропустил, ребят, не ожидал. Вот тут сидели утки. Возле берега, наверное, я прошел по дороге. Туда 4 штуки улетели. Нежданчики выскочили. Да, чирки тоже были. Волны какие-то идут от ветра. А там, оказывается, наверное, все-таки на берегу они были. Потому что я их не заметил. Вот так, пропустил. Тишина. Полный штиль, ребят. Сколько озер проверил. Целеустремленно сюда шел в надежде добыть кого-то. Примерно 7 озер проверил. Нигде ни одной утки нету. Только вот в первом 4 чирка было. Разрядился аккумулятор. В общем, надеялся на это озеро, но ничего не получилось. Но воспоминания с этим озером у меня остались с прошлых охот, когда я шел по дороге, по зимнику прошел и по летней спускался. Охотился на рябчиков, оружие север был. И здесь вот, когда шел по дороге, вот тут, где-то примерно вот здесь, на этом месте, сидела стая уток, кряквы. Но, ребят, первый раз, пока такая кряква мне попадалась, очень ужасно вонючая кряква. Утка нормальная, крупная, большая там. И из стаи удалось только мне добыть одну птицу. Но когда дома начали готовить, это было что-то с чем-то. Это ужас. Короче, он так сильно вонял. Я не знаю. Она, утка перелетная была. Они сильно далеко летели. И от усталости, наверное, махали крылом, может, или из-за этого реально как человеческий пот. Ну, не смогли мне это приготовить, съесть, выкинуть пришлось. Вот. Дальше не пойду. Сейчас примерно 5 километров, наверное, уже прошагал.
желание, конечно, есть туда еще сходить, но разворачиваюсь и иду обратно. Так как там интересные места еще. Но вот этот промежуток до этого озера, такой в холостую, очень сильно много шел. Тут поблизости не было озер. И здесь пусто. Там в верховье еще будут такие большие озера. Но если туда я пойду, час потеряю время. Обратно возвращаться еще где-то 1,5 часа, может и больше. И я лучше сейчас потихоньку буду возвращаться. Потом уже сходим на рыбалку. Вот. А после рыбалки еще схожу на другой берег. Возможно, а может и нет. Там еще можно проверить. По пути лисички, может, пособираю. Там на другом берегу выход тоже местами есть. Ну вот такие планы, ребят. Все. Пока ни с чем. Вот с утра удалось добыть два уток. И это уже летняя дорога, о чем я говорил в своих фильмах, когда я ездил по Зимнику. Вон там проходит за тайгой, где-то примерно 4 километра. Здесь тайга, потом уже параллельно идет Зимник. Вот, там я на трицикле поднимался в деревню заброшенную и обратно там спустился. Хотел по этой дороге спуститься. Здесь дорога местами хорошая, местами колея. Ну, для трицикла я не увидел здесь препятствий. Здесь все проходимо. Ездят тут каракатами. Вот, пожалуйста, следы. И немало. Чернику нам собрали. И я смотрю, еще даже на УАЗике тут следы вижу. Вот. Да, лучше, ребят, пойду. Уток нету, перелетных пока нету. А местные, видать, улетели. Кто улетел, кого уже сварили. Кряквы совсем что-то, ну, они хитрые, они, может, ночью и они выходят, а они в траве сидят. При желании можно добыть, но лучше, конечно, с собакой. У меня Марта собака была, вообще огонь, собака по уткам. По озеру, вдоль озера шли мы, она по траве шла и поднимала уток. Хорошая собака была. По боровой немножко работала, так, терпимо тоже. Ну и по уткам, конечно, азартно работала. Так я и иду. Здесь вот такие, ну, дорога, в принципе, нормально. Смотрите, сколько рябины. Просто сумасшедшее количество. На каждом дереве. Вот где рябина, там и прям грозди такие висят. Кормовая база в этом году очень хорошая у нас. Насчет рябины, черемухи. Ну, посмотрим, какая осень будет. Потому что в прошлом году тоже надеялся, что много птиц будет боровой. Много было черники. Но, к сожалению, вообще птиц не было. Можно сказать, совсем. За целый день там 2 рябчика увидишь. 1 глухарь может за целый день где-то взлетит. А такое количество рябины. И бывало, когда рябин много, очень много рябчиков. Не знаю, я даже уже как бы заранее ничего не буду говорить, что там будет, там еще. Вот сколько я прошел здесь, ни одного взлета, выводков я не услышал, не видел, что вот рябчик где-то взлетел. Совсем их нету. Пока данный момент. Но лес сухой. И может быть даже и в любой момент откуда-то птица прилетит.
Если в других регионах нету кормовой базы хорошей, он может сюда прийти или отсюда улететь. Они мигрируют, ходят. Вот. Реально кто-то на УАЗике или может каракат с прицепом ездил. Какие-то следы свежие есть. Местами попадают ручьи. Здесь вот старый мостик был, но уже мост гнилой. Подкладывает вот такие чурки, валежники вот там. И ездят. Так что дорога терпима. Но колеи я озвучивал, что здесь очень большие, глубокие колеи. Ну вот просто колея, время берет свое, и эта колея просто закрывается. Зарастает травой, там ездят и отламывают вот этот бугорок и просто равняется. Но поверьте, здесь колеи по колено было. Ездили тут на зилах, возили людей на сенокос. Сейчас прекрасно. Вот старые колеи, вон там, видите? Вон там объездные там. Ну, я говорю, тут вообще очень ужасная дорога была, вот. Просто зарастает мхом и травой, кустарниками. Так что терпимо, можно кататься тут. На обратном пути, ребят, увидел гриб. Вон он. Ой-ой-ой, смотрите, к сожалению, он совсем гнилой. Вот. Снаружи красивый, вот так с ножками берут, а там вообще ужасно, что творится. Ай. Там каждый раз в этом году также в комментариях долбят, как я собираю грибы, там ломаю, там ножка оставляю. Ну вот я же вам показываю, в каком состоянии гриб, что там внутри в грибе там. Не хочу я, ребят, брать такое гнилье с червями. Не надо, мне лично в количество не надо. Я лучше немножко на хороший, качественный гриб возьму. Пожарю и съем с удовольствием. Чем вот так хлюпаешь, ешь ты там, а в тарелке внизу там вот такие черви плавают. Нет, поверьте. Пусть стоит, пусть гниет. Такие грибы, они не нужны мне. Вот тут тоже подъем нехороший. Но настил постелили тут. Ручей в этом году, можно сказать, даже, я не знаю. Вот, смотрите, даже высох. Даже ручья нету. А здесь обычно вот так всегда идет такой ручей хороший. Здесь мост был, под мостом шел ручей. Выдра, как ни странно, сюда поднималась. Вот здесь. Куда-то он туда, на озеро куда-то. Или на речку идет этот. Но выдра, я говорю, вам поднималась сюда. Там озера, ничего нету. А может есть, да и не знаю. Зимой тут ходил. К весне уже тут чагу собирал. Куда ни посмотрю, везде. Олег побывал, тут чагу собирал. Кругом. Не знаю в этом году, где собирать. В прошлом году очень много километраж прошел я на сборы чаги. В этом сезоне, может, также, но другие места будем ходить, смотреть, проверять, искать, собирать и таскать на себе. Очень тяжелый труд, между прочим. Вот. Ну так, потихоньку иду, болтаю. Дошел до трицикла. Короче, уток вообще не видел больше. Видел одного рябчика. Самец взлетел. Он на черемхе был, кормился. Если бы не взлетел, я бы его не увидел. Потом перелетел через озеро, короче, свистит, там сидит. Вот. А включился показать, ребят, вот у меня багажник. Так вот выглядит. Ружье входит прям идеально. Что? Ну, оружие где-то примерно север вроде как 1,03 м
помнится, этот чуть длиннее. Вот так поставишь, и он лежит там, влезает. Все, загружаюсь и, в общем, еду до избы. Этот вариатор, или я не знаю, какой-то, вроде какой-то волосок непонятный. Ну все, погнали, ребят. Трицикля быстрее. Так, короче, ребят, сейчас уже ослабил я гайку или болт, что это тут получается. Это с коробкой масло буду менять. Сливная пробка тут. Вот оно масло. Так. И сразу же буду менять масло в двигателе. Вон там у него пробка получается. Вот. На солнце хорошо видно, сколько стружки там, ребят. Да. Все блестит. Рассказываю, ребят, у меня уже чай почти закипает на мангале. Немножко затопил печку в избушке. Чуть-чуть прохладновато. И тут, в принципе, масло уже я залил в двигатель и в коробку. В коробку залил вот такое масло САЕ 75В90. Получается, с Озона я брал. И с Сыктывкаре вот еще такой Люксойл. Люкхе какой-то. Ну, 5В40 это в двигатель залил. Двигатель залил по уровню. Там есть метка. А в коробку ровно 200 миллилитров. Но чуть больше. 200. Там 200, пускай будет 210. Вот. А здесь открыл я крышку вариатора. Потому что был комментарий, Олег говорит, покажи вариатор. Ну, вот он как выглядит. Тут ремень, который немножко вон заусеницы. Я будни Олега на своем втором канале уже снимал крышку, я показывал. Вот эта заусеница была больше, я срезал. Тут ремень такой. ТАВ 2.30, я не помню. Не буду заморачиваться. Крутится, вертится. Здесь также вкладыши, как на буране, чуть-чуть только
другие. Вот. И тоже смазывать надо время от времени. Смазка присутствует. Везде все есть. Так что, ну, в принципе, такое вот небольшое ТО в походных условиях я сделал. Почему так? Потому что я ехал сейчас, и у меня был горячий двигатель, горячая коробка, все, горячую смазку я слил, и чтобы вся стружка, что есть там, вместе с маслом все вытекло. Вот. А в домашних условиях там много не накатаешь по селу. В общем, здесь самое то. Вот. Масло думал на пилу использовать, а нет, вряд ли. Но где-нибудь лучше нижнее бревно, может, там в избушке помажу этим маслом, но в пилу заливать не стану. Там прям все блестит, там очень много стружки. Ну, примерно вот так выглядит. Самая простая техника, двигатель, вариатор. От вариатора потом идет цепь. Вот так. Но я не механик, чтобы вот все подробно рассказывать, там показывать. И как умею, так и делаю. ТО и езжу как то же самое. Сейчас буду ждать, когда закипит чай. Подогрею гречку с яйцом на подогрею. И надо пообедать. Время быстро летит. Уже на середина дня. Надо сходить на рыбалку. А я тут, ну, это тоже надо сделать, как бы, то я имею в виду. А в остальном все нормально пока. Трогать ничего не стану. Начал кашеварить. Действительно кашевар. Вот, смотрите, гречка тут греется. Все хорошо. Сюда еще кину я яйцо. Посолю. И размешаю. Картошку взял, думал там еще суп сварить. Вряд ли, на сегодня я уже что-либо буду готовить. Вполне достаточно. Время 11 часов 22 минуты. 26 августа сегодня. Вот. Обед готов. Вот, пожалуйста, гречка с яйцом, майонез, хлеб, чай заварил там. Думал заварить, не заварить. Думаю, да, и заварил. И прикуску еще огурцы, лук есть. Все есть. Буду огурцы есть. Ну что, какой вывод первой охоты пока данный момент? Скажу, что уток совсем мало. Практически их нету. Хотя были и, как сказать, немало. Было много их. Ну вот уже, видать, охота открылась, может тоже как бы самосохранение проснулось. Хитрее стали. Или уже с этих мест они просто ушли. Вот. Но все равно, как бы, если время останется, я сейчас на рыбалку схожу, потом хочется и грибы пособирать, там посмотреть, как же, лисички. Хочется и черемуху пособирать. И на все про все это очень много времени уходит. Если успею, еще схожу, проверю хотя бы 2 озера Заречья. Проверю 2 озера. После этого уже, ну, там по пути все. И лисички пособирать, и
на охоте побыть там. Посмотрим. Как получится, получится. Что успеем, то и сделаем. Вот, а сейчас пообедаю. Я уже здесь постелил матрас. Немножко полежу там полчаса на хотя бы. И уже дальше что-то делать. Попробуем. Что тут у нас получилось. Нормально. Обычно я рис так делаю с яйцом. Ну и гречка то же самое. Обычная каша. Да, нормально.